Здравствуйте, ребята, добрый, сука, утро. Доброе утро всем. Будьте здоровы, у нас некоторое разнообразие. Тестовый сервер открылся. И будем смотреть ребаланс админов. У меня кот сходит. Не обращайте внимания. Вячеслав тут. Он же плохая веночка. Никитосик, здорово. Андрюха, здорово. М3, здрасте. Саня, здорово. Что говорит о человеке? Тот факт, что он готов рвать дик до костей. Это говорит о том, что он Джов. Вот Джов добывает кости. Кот мышь нашел свое. Так, мое почтение. Гросс, здорово. Здрасте, ребят. Короче, Вячеслав тут даже подготовился к стримам. Ну, погнали. Погнали, может быть, потом еще экрана пощупаем. Как он там себя чувствует при ребалансе. Огнеметов поменяли систему нанесения урона. Срезали броню в НЛД немножко. Но добавили в борта. Вот. Будем проверять, насколько это состоятельно вообще. Ну давай, заряди меня, ёбаный рот. Где мы здоровы? Всем здрасте, ребят. У меня такой кашель был адский, просто пиздец. Сегодня, кстати, тоже. Чмыри, сразу пишет, а что вот? То, что Алексей Маха. Да уж. Но баланс у нас 2 огнемета, у них 1. Нормально. Нормально. Здрасте. Так, только первый бой. А нихера, слушайте, у него какой-то другой прицел совсем. Или он такой был? Что там, реклама, наверное? А нет. На этом этапе теста пушку не трогали, только броню. А, да? Пиздец, а с чем это связано, что они пушку не трогали? Пиздец. Пиздец. Откуда такая информация? Проспиртованный здоровый. Это тоже нормально, мне нравится. Охуенно. Охуенно. Да, озвучку там. Ну. Прикольно, да, приторговывает. Хуя себе. Ну, кстати, я как-то немного урона наношу.
Этот просто вынул до меня явно нихера себе, наверное. Встречайте War Thunder, самый эпичный онлайн-экшен о сражениях Да, военной имбесь. техники. Здесь нет места скуки, только захватывающие воздушные бои, яростные танковые сражения и невероятные морские баталии. Управляйте сотнями аутентичных боевых машин, от стремительных истребителей до передовых танков. Почувствуйте себя настоящим командиром. Урон. Превосходство в самых масштабных битвах 20 А дед просто скидывать. Деталь техники проработана. Но ВНЛД запихивает. Эффекты взрывов, трассеры пуль и разрушения настолько реалистичны. ВНЛД запихивает каждой тычкой. Сражения не дают времени на раздумья. Ёбаный, она здесь не попадает, окей. И командный дух решают исход боя. Хотите испытать легендарную Калиопу или покорить Блять, каждым выстрелом. War Thunder О. собраны сотни моделей техники, которые принимали участие в реальных битвах. Меня кот еще хуйня занимает. Встречайте сверхсовременный истребитель Су-33 и разрушительные панцерхаубицы 2000. Бля, иди нахуй. Ну, короче, ВНЛДу вертят каждой тычкой. Причем с вертухи. Приколдес. А если мы на обычном танке поедем? Стреляем в НЛДом. Что будет? Я в трене тестировал с подписчиками на одинаковых танках с одинаковым расстоянием пушку. Урон одинаковый. Было смешно, когда Юша выпустил видео типа нерф огнемета, ура, а пушку не понерф. Но это же Юша. Нерф или ап, непонятно. Главное, что нерф своевременный, правильно? Сколько уже? Три месяца огнеметы ездят, ебут. Еще будут месяц ездить, ебать. Короче, не посмотрят то, что НЛД не танкует, и скажут, что хуй с ним, пушку мы не трогаем. Так и будет, ребят. Так и будет. Путин, здорово. ИС опять не нерфили. Сагдик драть. Ну что с вами совсем. Ну, у меня, кстати, в Роналду мяли как свинью. Да, причем я и поворачивался, и доворачивался. Ну, пока что непонятно. Сейчас мы найдем огнемет, и мы в НЛД постреляем. Князь не рось там, моляю. А слышно, как он шуршит? Скорее всего, слышно. Ну, пакет достать. Зла сидит там. Ну, по сути, я просто буду ждать огнеметов. Слышно только кашель пенсионера, это хорошо. Дмитрий, здорово. Походу огнемета на той стороне терпят. Ёбаный рот, это точно Сабатон. А где у них долбоебы на огнеметах? Кто шарит? Они вообще не поехали никуда.
Ёбаный, сука. Огнемет. Everything lies to cover, yes. Надо он подъедет, наверное, будет рамсить. Бля, надо, чтобы он в нормальный угол подъехал. Человек. Хотя бы посмотреть, каким цветом, блядь, горит НЛДА у него. Ебать, на 700, охуеть. Прикольно. Прикольно. Ну, ждет он также, да. Тут говорят, что он ему пушку не трогали, только броню. Ну, как бы 50 на 50, короче, будет вероятность пробить его НЛД, я думаю. Где нерв-то? Ну, ждет он также. Ну, ему броню типа заребалансили, а пушку не трогали, получается. Здесь меня снерфили, типа она учитывает. Но вот в этой итерации не трогали. Тогда нерфили его, что за пару сек минус касательно. Логин Алекс, здорово. Блять, я от этой хуйни не понимаю. Вы анонсируете нерв. На первом тесте вы пушку не ребалансите. Давайте посмотрим, что там пишут они. Где-то здесь была такая плашка. Нет, это не то. Сейчас, подождите. Типа скоро разработки. Время гейбоев. Ослабление огнеметов. Берет он принцип урона огнесмесь. Теперь огнесмесь будет наносить меньше урона. Ну, пишут, что в этом тесте, ну, они пушку нерфили, пишут. На их портале же. Ну, вот у них в разработке такая плашка при запуске тестового сервера. Там вот пишут, что все как надо. Здесь. Здорово. Фруктовое варенье, здорово. Они писали нигде, что пока только броню изменили в первом этапе. Не писали нигде. Пиздец, блин. Просто пиздец. Випочка в кармане. Вилочка в кармане. Вот поздравляю, поздравляю. Еще и в бортах добавили броню. Ебануться, все кричат, блять. Каждый раз просто удивляюсь этим наркоманам. Это просто, блядь, невозможно. Это просто, блядь, невозможно.
давайте мы сиропа наебнем. За себя и за Сашку. Бля, так может они и в релиз так выпустят? Мы заребалансили. На самом деле нихуя не сделали. Делать. Ну вот вы видели? НЛД нерфанули. Вот я с 320 пробоя под колами смотрю в НЛД. Оно ненадежно пробивается. Я одной тычкой пробил в ослабленную зону, в обычную, которой она всегда и была. Рядом с гуслей. Один раз в НЛД я вроде так просто пробил, и разок я не пробил в НЛД. Там НЛД, блядь, надо 100 миллиметров делать. Если они хотят какой-то результат, блядь, из этого. Рабочие сутки без стримов твоих тянутся. Требую срочного стрима в мои рабочие сутки. Я и так каждый день стримлю. Утром и вечером. Каждый, блядь, день без выходных. Единственное, что по Москве перерыв где-то с 10:30 до 5. А, ну ты, может, еще ночью ебашишь, да? Ну тут я соболезную. Стало время настоящую музыку послушать, а не эту хуйню. Кажи честно. Хоба. К ним еще двойной гусли удали, который не сбивается. Это пиздец. Просто пиздец. На рыбалочку помчу, красава. Красава. Но, кстати, солнце вылезло. Насосал на Бугатти. Ну, значит, будем пялить мужиков на огнемете. В Питере снег хуяет, еп. Ну, поехали, может быть, наделаем движу. Я нажал на выстрел и не стрелял, прикиньте. Кокаину. Ра-та-та-та. Блять, куда он там взялся вообще? Он просто сидел, прятался. Ебаная галя. Они стоят. Ну-ка, отборку мы будем танчить хоть кого-нибудь или нет? Ебать, критов насылали. Прикольно, да? Без пробития мне просто расфестовал все, что можно. Ладно, скосик сую, цапнутый броней, окей. Я боялся, что это скосик его теперь... Вот из котика теперь не угостят, но видели, Яга не пробил.
блядь. Поехали экраном пощупаем. Поближе к девушке вставайте. Улыбайтесь. Все. Мы хотим построить... Привет из Пашконки, Андрюха, здорово. Скоро пойду батьку белорусского встречать в Волгоград. Робин Гуда. Смотрите сериал Падай к нему на хвост. «Поляна» на Кинопоиске. А что он там забыл? Так теперь ебать мужиков. На огнеметах. Да ебутся вот мужики нормально. Ну, отбор, короче, блять, как будто бы и нерв брони не чувствуется. Я вам так скажу. Как будто бы... Но пушку мы не поменяли, окей. Мятну броня такая же, как была. Короче, что нам сюда надо? Турбину надо. Стабилизатор. Там огнемет вернули. Поехали на огнемет. Нихера себе катка быстро прошла. Что с краном? Ну чуть-чуть его апнули, там несущественно, но кое-где там, кое-как. Их надо в ноль нефть, очень раздражает. Лехи бун поднимут. Я думаю, огнемет будет раздражать в любом случае. Вот, поэтому, как его не ребалансер, будут недовольны. Блять, весь нос в волосах кошачий. Короче, ничего вы не сделаете. Надо будет бесить. Экран комысы 840 это же смешно, да. К этому можно привыкнуть. Я когда на нем отметки брал, я на фулл кумуля катался. Без подколов вообще. Там подколы уебанские. Плюс он еще такой косорылый весь. Я это не открывал. Упала что цена? Не открывал. Сегодня не открывал. А, вообще да. Где-то 120 контейнеров, ничего не упало. Да, можно было бы из нее сделать охуенно пиздатый тяжелый танк из вот этой вот модели. Сделали хуйню какую-то. Пацаны на E5 катаются. С чем это могло быть связано? Ну что, до нее не дострелил, что ли? Я понял, бля. Вы так легко попадаете, ебаное. О, перекаточка топ. Блядь. А, это он. То он тестирует танк. У него просто пушку с Е5 и Йоха поставить. Да. Тут, наверное, скорее от Йоха, потому что, видите, калибр маленький. Блять, пиздец, он вообще жопу сожгет.
Мне кажется, главному уровню надо динамику менять, да, это будет совершенно другой там. Дикий Кеша, спасибо за подписку. Если бы ему сделали динамику как у Яги, вот это реально изменило бы баланс машины вообще полностью. Так смысл танка вообще не меняется никак. Как был ублюдок, так и остался. Ты давно катал на 2.7.9? Ну как отметки взял, так и не катаю. Может, не знаю, может даже месяц прошел уже. Задаем его по носам. Ой, бля. Ну, твой налду, допустим, как он палится. Нормально палится. 3 крита. Блять. Пердаки мохнатые. Шесть урона нанес. Аллилуйя. Аллилуйя. Слушайте, а может быть они решили, что один хуй никто нихуя не заметит? И ничего со строя не трогали? Скажи, он без турбины ведь около 50, 45-50 ехал, я же не ошибаюсь. А я не помню. Ну, ехал так точно, что сейчас медленнее едет. Прикольно. Че, ассист по гуслям? То, что огнемет густи сбивает, это пиздец еще. Ни в какие щеки не лезет. На зелье заполнил. Габелла здорово. Вот из малая здорово. Ну давай, давай, давай. Да уж. Вчера не смотрел, где режут железо напором воды. 400 бар. Ждать там, когда будут просто пистолеты ручные у командиров. Будут так стрелять, все будет охуенно. Всем понравится. Всем понравится. Алекс Кросс, здорово. Давай в натиск. А я на тестовом серваке. Поэтому натиска не будет. Да и хуй бы с ним. Не люблю я натиск. Вам не советую там терпеть. Спасибо за лайки, пацаны. И не пацаны тоже. Ай ла-ла-лей. Нахер на адрес. Блять, короче, заебали. Вот как можно было на ровном месте, и так в игре хера гора проблем, создать жирную проблему, да, настолько жирная, что они типа все забыли. Даже про арту никто не, даже про штурмсау никто не говорит. Все скулят насчет огнеметов. Как можно было такую проблему в игре создать? Потом спустя 3 месяца, блядь, выпустить тестовый сервер, на котором ребаланс огнеметов, и его нету. Блядь, каждый раз, когда контора делает какую-то хуйню, кажется, блядь, ну уже хуже некуда. И каждый раз они сами себя превосходят. Ну как так-то, ёпта.
Бац, 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 там. Что, поехали? Мы будем СТшек пушить. То не огорчаться, правильно? Правильно. Так что я ошибаюсь насчет сколько. А ты думаешь, понерфили им или что? Нет, где-то 45 точно ехал. Даже 50 ехал. А на турбине 60. Ну, которая на обилке. Прикольно. Легкий танк, пацаны. Так понимаю, здесь будет тихо. Ну окей. Поехали, Янка. Сейчас база будет Яга развлекать. А, вот так вот даже. Пиздец, ну вот прикольно, он с самого начала боя стоял там на ТВП. Да-да. Да-да. А почем у вас сейчас второй бензин? Не знаю, машину не заправлял 100 лет. Вот то, что она не на ходу. Ну, у вас дешевле. Вот я помню, у меня он без какой-либо турбины ехал 50, а вчера после обновы еле-еле 40 набрал, пришлось обилку включить. Но он под гору слабо едет и набирает скорость слабо. Но так в целом у него с подвижностью все в порядке. Какая мерзость, пиздец. Что он там забыл? От башни стоит. Да уж. Что с машины? Ну там тормоза сломались. Колесо спущено. Вот. Ну, блядь, даже если была на ходу, куда мне на ней ездить? Я дома целыми днями сижу. Сегодня снилось, короче. Мы ехали куда-то с госпожой на машине. На фугасах играет. Уже второй раз фугасом дает. Ехали с госпожой на машине. И у меня, ну, и резко начали работать тормоза, все заебись, а потом резко отвалились. Вот, и я притормаживал, держась за перила, блин. Да это что хуйня? Вот там мы как раз ехали рядом со СТОхой у нас в городе. Я заехал, отдал ее в ремонт мужичку. Ну, а там получается на возвышенности, короче, СТОха. Ну и там, блять, ну типа ряд гаражей, дорога, а дальше такой как обрыв. Типа в реку небольшую. Вот я спускаюсь ниже заплатить. Вот, и мужику этому говорю, что оставь только на передачу. Ну, крикнул там снизу, получается.
крикнул ставь только на передачу, все, там с ним разговариваем, и моя тачка падает в обрыв, этот, блядь, и разбивается там жопой. Короче, туда-сюда, все дела. Мне пообещали выплатить страховку 12 тысяч баксов. За харизмочку. Такой думаю, блядь, ну может мы тогда другую машину какую купим. И я проснулся. Рандом не изменился. Не изменился. Но это первая итерация теста. Пока что хуйня. А что у нас тут здесь происходит? Я должен был бороться со злом. Я тестирую огнемет на тестовом сервере, которого понерфили, но не понерфили. Симба здорово. Бензина нет, машина не на ходу, да. Как... Там награды изменили ежедневные или как? Не чекал. Да что там менять, там же не будут по 500 голды в день давать, правильно? Правильно. Андрюха, пират, здорово. 300 бакс. Короче, такой сон был смешной, пиздец. Вот так вот. Короче, огнемет честно говоря, на нем играть мерзко. Я вам так скажу. Мерзкая говна. И сон приснился, пиздец. Ко мне на мотик села птица и разогнала пешеходов нахер передо мной. Хорош. Хорош. Чтобы по пешеходным дорогам гонять. Дед здорово. Я, кстати, пока что в ноль никакую свинью толком не пропалил. Чтобы смотреть, как бабки разбегаются. Оуе. Оуе. Неймдропер, здорово. Ну, когда ближний дворик сразу же. Блядь. Бля, ёбан, пиздец. Вот эту вот шкалу нагрева бы поменяли. Господи, столько вариантов есть толковых. Либо забрать возможность критовать что-то, гусли сбивать, например. Ох, сука, о. Ну да. Опять двигатель сломал. Сейчас еще одну поймать. Да. Это как будто одному только мне надо было хуярить эту свинью, господи, кошмар. Пошлите крану попробуем. Бой говная машина. Я бы с них процент брал за интеллектуальную собственность. Ох, блядь, ох. Скорее
Драга двух алкашей с наполненным мочевым пузыря. Могу поскидывать кто и где, а ты прочиханавываешь. Так, что-то я провтыкал. 10 букв здорово. Скрытый огнеметов прошел успешно, да. Ну, он не ощущается вообще. Начал в клипах все чаще тебя видеть. Только другие группы по танкам режут твои видосы. Да, я знаю, дохуя кто режет. Нихера кто режет. Что за время героя? Ну, это как в том году было. С ботами. Хотите, попробуем? Ну, это ж как было раньше. Рота тяжелых танков, рота средних танков, рота самоходчиков. Давайте на самоходчиках поем. Кое-что переделали, видите? О, ну это круто, мне понравилось. Так, Гриски будешь стрелять по ботикам, ну. Короче, чалики берут твои видосики и стараются исправить свое нищенское положение. Да, дохуя где. Причем группы пачками выкладывают мои видосы. Уёбки. Как у тебя делишки? А то давно не заходил. Да, все по-старому, стримлю целыми днями. Заходи на ВК видеолайк, подписывайся, там чат живой. Народу там херово грамм. Там еще баллы начисляются за просмотр. Можно музыку заказывать, все что хочешь. Смотрите, можно выбрать дрын, можно выбрать что-нибудь послабее. Давайте мы выберем крупный дрын. Нихуя себе. Дид 4, а каким хуем? Ну ладно, окей. Окей. Тебе надо придумать watermark какой-то, чтобы люди видели, что это Siemens. Ну, может быть так. На этом выкладывают даже древние видосы. Ебать. Ебать. О. Ну-ка, давайте мы супер мощным снарядом ебнем. Что здесь такая? Гарантированный разъеб, да, позволяет делать. Оп. Я видел видос, который пару недель назад сам на стриме. А, да, нихуя себе. Ну, блядки. Там, если хэштег мой прилеплен, тогда хер бы с ним. А если хэштег не прилеплен, тогда осуждаю. Тогда, сука, осуждаю. Ой, арточка сейчас будет мусолить. Ну, они, кстати, ну, это не новая карта, да? Ну, хотя, по сути, ну да, ничего нового. Я думал, здесь хоть что-то подпеределали, а тут только пару холмов нарисовали. Но в этом режиме этой карты не было. Хуй, если он будет танковать. Нет, не будет. И эта модель танковать не будет. Ну, разрядись, уебище. Блять, так пробивает. Уебище. Ну, вот это прикольно, не пробил. Угу. С корой игры хандом, я понял. А группа на ютубе или нет? Или во ВКонтакте? Зигзаг, здорово. Мне в том году как-то поинтереснее было. Ну, хуй его знает. Сейчас посмотрим.
Тебе, короче, секунд, да, надо что-то тебе, типа, ватермарки делать, и то они еще режут изображение, и не видно твоего лица, урона и прочего, чтобы на тебя указывал. Охуевшие, блядь. А голос остается или не? Ой, бля, нет, значит, что не надо было брать эту хуйню. Он кривой пиздец. Это с ботами, да, это с ботами. На 9 мая будет. Ну, здесь может быть, я думаю, что здесь добавили тоже. И старые карты точно будут. Хорошо. Ну, покидай. Я понапишу этим Лёшкам. Если режут видосы, надо им, может быть, сказать, что выкладываю полностью, блядь. Но только с моим хэштегом. Вот, а будешь резать, кину страйк. Так, и здорово, Рома, здорово. Если тебя убивает, то все. Нет, там вроде возрождение есть еще. Ну-ка, ну-ка. В НЛД засунем. Сука, засловился. На стриме сидит стопудово. Бот со стрима. Маску кидает, но. Чтобы Билли был доволен, а он недовольный сидит. Надо на него поплевывать иногда. А видели? Мне, короче, в комментариях один Лёшка написал: бро, убери подушку. А то мерзко, а я сразу же скипаю видосы твои. Просто мир of больной, World of больной ублюдок. Ну-ка, ага. World of больной ублюдок. Меня ебнет, походу, сейчас. А нет. А нет. Мы атаку мы не отобьем, наверное. Вот должны в ангар отправить, вот отправили. А, вот, короче, танки заканчиваются. Прикольно. Ну, это тут прикольно, да. Да, окей. Это получается, видите, в самом начале против всяких еблонов лучше взять лоховской танк, а против нормальных пацанов потом, ну, тигры, пантеры появятся. Там же взять что-нибудь пожестче. Так вот. Ну ладно, меня радует, знаете что? Что они здесь хотя бы... Они обычно как сделают режим, и он потом 20 лет без изменений, такой же, либо с минимальными изменениями. А здесь они кое-что додумали, придумали. Ох, блять, ох. Ох, блять, ох. Так мы не пробьем. Ну ладно. Шалом, Рома, здорово. Душе здорово. Ну давай, говно. Вот. Ебать, в очко, ну будет нападение. Эх, сука. Еретики еще на скеле. Ах, господи, нихера себе не близко как. Ебаный рот этого казино. Пантера элитная. На 700 урона. Так вот. Че, ассист? Ты что за херь?
Ага. Это, ну это же смешно. Угу. Так это возрождение режима, исторические бои, что-то типа того. Ну, в том году вот это было. Исторические бои... Ну, нет, там немножечко было... Ну, смысл такой, да. Ну, короче, в том году этот же режим был. На 9 мая. Вот. И вот тут подребалансили. Ну, был прикольненький. Был прикольненький. Исторические бои. Ну, в принципе, да, что-то вообще тоже есть. Ну, просто потому что здесь кое-что приближено к историзму. Также. Савелий, здорово. На 9 мая будет режим, будете играть. Алексей, здорово. Просто больше техники новой Британии. Ну, может быть. Интересно, а ИСа-4 кто-нибудь там пробивает вообще? Я думаю, что... Ну, здесь же... Ну, вот видите, вон лев там уже появляется. Там уже лев появляется. Сейчас будут такие... И Е100 тоже появится в этом несыте. И ИСа-4 тоже будет кому поебать. Однозначно. Ну, сейчас Д-25Т катается. Мантикор, здорово. Ну-ка, ну-ка, давай. Как-то он так медленно стреляет вообще. Я нажал на эту штучку. Сука. Про мощный выстрел. Прикольненько, да? Никто меня не видит. Я такой invisibility boy. Уже вижу через пару лет рандоме лев команданта. Можно уже вводить. Я не представляю, кто сейчас льва вообще покупает. Такой же лев, как обычный, только, блядь, 390 альфы. Все, разберу сразу же. Рихофилы. Но прикольненько так стрелять, мне нравится. Повышает самооценку. И эрекция. Так вот. Попью. Здесь может быть маскировка такая сумасшедшая, что они меня не видят. А вот теперь видят. Блядь, ну как вот дивизион Пантера остановить в реальности? Это же пиздец, вообще невозможно. Он даже деда отмудохали.
Блядь, меня замечают, суки. Все, мы отсосали. А, победа, вот так вот. Вот так вот. Не, ну знаете что, здесь как будто бы дед четвертый должен танковать все, что только можно. Так, вам за минуту 2 льва надо убить. А, все, хуйня, значит. Так что там по поводу патруля? Дед ходил просто. Ну, короче, если они хэштег мой пишут, тогда окей в видосе. А вот, ну, вообще надо самому, наверное, им написать. Обезьянам этим. Там такая группа есть легенды мира танков, там, блядь, каждый, не знаю, из 5 видосов 3 моих. Но там он целиком выкладывал. Как на кране не играл. Здорово, ну и что скажешь по поводу ребаланса огнемета? Нихуя не ребалансили, ничего не изменилось вообще. Серега, здорово. Дед в поле стоял. Ну да. Дивизион Пантера может остановить только шотный из 3. Или либо 261. Награда из 3 7 левела. Сват, здорово. Я могу поскидывать это. Да, мне периодически скидывают. Ну, поскидывай, если разные группы всякие, чтобы я знал, какая группа, я им напишу. Или скам этим. Поехали огнемета тестить. Дивизион Пантера огнемет становится. Берешь 5 хэви с закалкой и подвоем. Это свежая идея. В этом стакане было пиво. Не выжигаешь еду, да. Я им напишу, имейте совесть, а то я поимею вас абсолютно. В взводе канает играть в гонки. Во время в этот режим, в который я сейчас был, да, можно. Ну, раньше можно было, думаю, сейчас тоже можно. А в гонке в какой? Может, ты не так написал просто? Тест новой оборотки на Яге будет. Бля. Но у меня новой оборотки на альфу нету. Только если она выпадет как-нибудь там. Но если выпадет, тогда потестим, конечно. Гонки героев. Да, что-то играл. Я понял. Это время героев. Так называется. А тут на тесте не дали оборотку. Его знает. Я не смотрел. На Марсе нельзя взвод. Ну вот, блядь. Вот бы в основе такой балансировщик. Такой вот. Ну да. Надо было ехать вот это все пушить. Он вывернут балансировщик, когда из 7 КВ-1 кидал. Ну-ну. Очень было интересно. Ну тогда, по крайней мере, была крутая мотивация докачать КВ-1 до ИСа 7 и ебать всех наконец-то. Наконец-то всех ебать. Охуенно, охуенно, бля, вот он танковый геймплей. Разбывся. Что-то я особо не нанес ему нихуя.
12 хп. Взял за мной жопу свою, спрятал, нищую. Т-92 с ББ на 2К, ну. Ну, кстати, знаете что? Может быть, они тестируют какой-то новый балансировщик? Какое-то действительно сильно жирное разнообразие танков, особенно для тестового сервера. Ну, как такое может быть? Да уж. А на ТТ тесте огнемета СТ не показатель ни разу. У них брони нет совсем. Ну так в этом-то и дело. Мне кажется, и СТ-шку тоже он не должен прожигать. Охуенный геймплей, абсолютно. Как будто меньше урона начал наносить. Все то же самое. Все то же самое. Мне в чате подсказали то, что они пушку не трогали, вообще только броню. Вот на каких основаниях я просто не ебал. Ну вот так вот. Блять. Ну, кстати, вот сам огнемет, видите, я особо-то и не выжигаю. 400 хп. Проехал под струей. Не лезь под стройку, турист. Ну вот бортик где-то на 500 выжигается. Вот меня на 50 б в морду на косарь за 2 секунды выжгли. Ясно. Так. Ну, сжигать Е50 на 700 хп, это да. Так говорят, все от того, что ты на ТТ едешь на позицию, а тебе огнемет просто кидает на фул лицо. У них огнемет может быть на подбое. Ну, я тоже так думаю. Ну, вот я тоже на подбое, и что-то нихуя мне не помогает. Они вроде изменили механику расчета. Да, но, блять, в этой итерации, походу, нихуя не поменяли. Лопнул Эйнол. Что за гача на экране? Поехали крана пощупаем. Пробьет ли кран огнемета в НЛД, мне интересно. Ух, блядь. Где эта модель? Сейчас, минутку. Ну, поставим по старой традиции стаб-турбину, да? Кранислав в деле. Пытается пощупать крана уже час. Ору. Если интересно, можно вечером поднять. Я сработаю в районе 6 ну, зато и посмотрим, понятно или... Да, не понятно ли нихуя. Надо следующую итерацию ждать. Не понятно ли они пушку. Кран не дает себя пощупать. Все щупаем, пацаны. Ах, лалалы и... 23 секунды КД, неплохонько. Я вот не помню, срезали ему перезарядку или не срезали.
Скоты, скоты. Ну, на огнемете, честно говоря, и играть мерзко. Я, блядь, просто поражаюсь, честно говоря. Любителям огнеметов. Ах, лалей. Не срезали пробой, только апали вроде. Лучше на Яге играть, наоборот. Любители огнеметов, как и ортопеды, выкидыши шаурмы. Крану точность дали, пробой хп. Пробой вроде ему там чуть-чуть совсем, да. Было 303 или вообще ровно 300, а сейчас у меня 310. Блять. Вот тоже бесит в начале боя, ты вот эту хуйню не можешь посмотреть уже хуй сколько. Почему? Чем это может быть связано? Да ладно. А скорости мы не дали? В начале боя это секретик, но хуя это делать еще не знаю. Да, усатый. Нужно включить выбор комплектации. Я понял. Ну, стоба у него ёбища. Если бы у него хотя бы стоба была человеческая. Экран как ебал свои будки, так и ебят постоянно. Но ему дали точность. А это уже можно вместо прицела и что-то другое. Да, нахуй. Сейчас посмотрим. Ему-то разброс срезали, это же не означает, что у него точность поднялась. Он, скорее всего, будет таким же косорылым ублюдком. Слушайте, а между тычками ему не срезали ни хера? Сколько-то 2... Ну да, ты же здесь. 2,75 у него, да, раньше было? Или 2,5? Оу. Сейчас ко мне приедет огнемет. Да ты на КД уйдешь или не уйдешь? Пиздец, бля, потестил огнемет. Ну, этот крана. Сука. Заеб... Ой, блядь, ой. Ой, блядь, ой. У меня такое ощущение, что только меня огнеметы ебут. Я что на огнемете так легко пацанов не прожигал. Два и 7, ну ясно. Было вежливое ощущение, что у него получше с этим стало как-то. Ну, как будто бы у него ощутимо лучше стало стоба, что ли. Либо я на нем давно не играл. Ну, вот у него реально проблема была в комфорте орудия. Реально была проблема в комфорте орудия. Но хули делать крану против огнеметов, я, блядь, не ебу. Просто не ебу. Так, как он потратил огнемет в одной каске, но... Имя, фамилия, здорово. Жесть. Там какая-то на фоне на трубе сыграла, уверенно, но... Нет, блядь, на тесте, кстати, играть вообще невозможно. Такой пиздбредел. Маус на горе. Прячься от огнемет.
Блять, это мерзко. Это мерзко. Вчера на Лерске слив просто 0. Пацаны играть не хотят. Зачем задать ПХЗ? Скандальный тест. Чекни час в бою. Пиздец там. Я 77 не убил. Пошлите, короче, нахуй этот тестовый сервер. Меня уже тошнит от него. Пошли на основу. Хотя бы шекелей подфармим. Заодно откроем коробки за серебро. Так. Так. Погнали. Ура, возвращаемся к Oh no. Oh no, 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 no. И дымят соски. Ну, я говорю, я не знаю, прям... Как вы заебали с этими ДЦП играми, ёбаный. Каких-то, блядь, стримеров находят, которые эту хуйню стримят, пиздец. Да, озерская песня какая-то ебланская. А еще будет нормально. Мам, тут пускай играет. Ви-ви-ви. Поиграл на тесте час, уже вообще не хочется играть ни во что. Просто залупаем. Так. Вчера у нас был охуенный челлендж. Реально охуенный. Вот. Бабаха выгуливали. Контейнером. Это заметили? Минус 400 серебра. Минус, блядь, 400 серебра. Ага. Понял. Ага. Меня же к 100-200 коробок купил. Блядь. Ну хоть что-то выбил, красава. Много пробития дал. Ни одного. Ну ладно, 44 пробития мы дали. 44 пробития дали. Так, где там? Оу, с горящим задом. Дик. Что-то находка не зашла с бортами. Какой-то мем. Да, он уебищ. Башня чисто вся в мыле. Коробок, блядь, ну это пиздец. Это при том, что ты покупаешь коробки, и у них только может выпасть коробка, в которой будет танк. Это пиздец, вообще охуели в корень. В коробке содержание лоховское. Дровосек. А что за дровосек? Пробивает пипец? Или как будто в надгусеничную заходит. А там борт как будто бы у Е100. Как у Е100. Думал, он танчит. А, чех, я понял. Переверточки люблю и ненавижу. Коробки за реал нищие. Голдопа идет, как перевод от других. А видели, будет
На 9 мая 54 продаваться, премиум на 9 уровне, 360 альфы, 130 ВЛД. Что там еще? 238 родной пробой на ПБХ, видимо. От УВН я не помню, может быть даже УВН будут. Короче, танк там походу неплохой, пацаны. 17,5 тысяч голды будет стоить, откладывайте. Либо не проебуйте на коробке, я вас умоляю. Там есть вероятность, что будет хороший танк. Я 40к голды потратил, 20к вернули голдой. Плюс 3 танка ресурса можно, я понял. Зохан, здорово, Диметр, здорово, здорово, пацаны. ГЛС. А нахуй с ним. Терпи шишку, турист. Шестька в пикселе норм, и норм ясен хоть. Да, некоторые он, блядь, херу тучу бабла на баб тратит. Это хуже, чем в пикселе, если что. Да. Пиксели у тебя хотя бы останутся, а то что на бабу потратите, никто не станет. И баба потом проебется. Вот, поэтому вот эти корбоновские замашки, типа, блядь, вы всего лишь пиксели тратите бабки, голубцы и так далее, чмошки. Но в то же время пацаны на баб тратят бабки, которые им вообще никак не отзываются. Там не каждому после этого отсосут еще, блядь. Так. Ну, это голда с коробок. Привет, маленький. Карлай, здорово. Яра был здорово, чё, как ребаланс? Нихуя не почувствовалось. Они не трогали пушку, только броню. Вот броня такая же, как и была, как будто бы тоже. Короче, хоть так как-то. Ну, что тестил, что не тестил. Так вот арточка меня угощает прям в башню. Короче, там тестить нехуй, не чувствуется. На баб тратят, либо на бухло в клубе, которое стоит еще дороже, но. Поэтому вот эти разговоры про пиксели, блять, они у вас хотя бы останутся, вы кайфанули от того, что купили танк, да, и потом еще, ну, блять, это пиздец вообще. Вот, он останется, потом выйдете еще поиграете, потом еще, оно у вас хотя бы есть. Большинство трат, честно говоря, вообще ни на что. Либо, блядь, на еду люди тратят, да, на какой-нибудь, который им нахуй не нужен. Какой-нибудь Макдональдс. А ты ебанешь, и у тебя еще это. Все, что у тебя останется, это повреждение внутренних органов, блядь. На пищеварение и так далее. На мужа. Тут танковая комьюнити, как бы, ну да. С барышни. Это все фотошоп. Это все ебаный фотошоп. Блять, тоже еще один профессионал. Как вы заебали? Чуваки попадают. Некоторые еще за жилье платят, камон, есть помойки. Люди тратят бабки на еду, чтобы просраться и забыть, да, хотя могли бы похавать отруби, все верно. Все верно. Могли бы просто с мусорки еды взять, все было хорошо. Вон бомжи же едят, что-то такого. Что не люди.
Хорош. Ну, блять, большинство людей тратит бабки просто на развлекухи. Да. Зайти в заведуху дорогую, пожрать, а объективно говоря, уебищно приготовленную еду, либо еду, которая не стоит того, которая даже близко на это, блядь, не тянет. Либо там ебать пиво дешевенького. Ну, поэтому пиксели это еще не самый худший вариант, на который можно бабки потратить. На что еще тратить, если у тебя на работе стресс? Капчик как один из доступных способов повысить настроение. Ты, блядь, самый доступный способ это подрочить. Бесплатный и кайфанешь намного лучше, чем от любой еды. Вот. А бабки можно задонать себе число. Осуждаю. Осуждаю. Ну, типа, можно хотя бы, не знаешь, моток себе купить каких-нибудь. Ну, например, да, что-нибудь. Как-то себя побаловать. Зачастую мужики же себя вообще не балуют ничем. Пиво попил, и ладно. Блять, каждая тычка попадает. Пробивает. За жилье 30к, на пожрать 15-20к можно было бы работать обычным клерком, но, сука, за ПС 100-200к копить не получается. Ну, значит, тебе надо работать как-то над собой, блядь. Как-то себя ограничивать. Ты ж понимаешь, если за П 100-200к, то, блядь, большую часть зарплаты можно откладывать. Ну вот, а по итогу манят всякие соблазны, блять, потребительское общество, нихуя не тратишь, значит чмо. По-любому должен что-то покупать, блять. Вот, а на самом деле нам дохуя не надо. Только пиво и фистинг. Потому что цены ебанешься и как будто растут каждый месяц. У меня в месяц выходит, наверное, минимум даже 60 тысяч. Я что-то, блядь, сегодня я в 50 тысяч все пытаюсь уложиться, уже полгода не могу уложиться. Невозможно. Хотя я вроде как особо бабки не рассираю. И сам себе нихуя не покупаю, блядь. Все равно не укладываюсь. Крупные покупки типа квартиры или машины сейчас вообще нереально, если за поменьше статистика. Ну, если ты, блядь, откладываешь долго, там может быть как-то. Тратьте бабки на сучку из гача рыси. Абсолютно. Абсолютно. Плохая веночка хотя бы не кинет вас. Так, тратьте бабки. Так. Ограничивать себя, чтобы сдохнуть. Так иначе не попробовав и не кайфануть. Все верно. Покажи трицепс. Подрачу. Трицепс. А по итогу обеспечение семьи на мне жена копит. Ну, блять, хотя бы так. Если у вас жонка, которой можно вообще бабки доверить, и она их не проебет, то тебе уже повезло. Самый примитивный способ, хотя бы на баксы меняйте, вы их не проебете. Как думаешь, а мне можно бабки доверить или нельзя? Аньке? Ну, если Аньке сказать, что это... Что Аньке можно сказать? Давай говори. Ну, Аньке можно сказать, что не тратьте бабки, держи их при себе, она их не потратит. Но если Аньке скажет, что это тебе бабки, она их потратит. А какой бабе может сказать, что это тебе бабки, и она их не потратит? Ну вот какой? Ну, такой, который будет их откладывать, очевидно. Нету такой. Анька сказала, таких баб нет, блядь, все. Если твои бабки, ну там смотри, еще какое количество. Ну, в смысле? Ну, вот я тебе дам 500 000, ты отложишь в них что-нибудь? Отлично. Ну, мы посмотрим. Ты сначала в руки возьмешь? Да, а когда ты дашь 500 000? Давай смотреть.
Давай смотреть, ну хорошо, договорились. У меня будет, когда будет лишних полмиллиона, то да. Это не лишний, когда у тебя просто будет полмиллиона. Ну или так. Вот так по соточке на ОНО платишь в месяц минус 3. Да. Да. Белорусский этот. Белорусская экономика. Вам здорово, что случилось. Короче, нихуя там не отребалансили хуйня. Броню понерфили, но как будто бы сильно не изменилось. Пушку вообще они не трогали, короче, пиздец какой-то. Нихуя не ребалансили, ублюдки. Веры нету им. Подловила, но я не понял. Где огнеметы? Да мы потестили уже, все тошнит от них. Уебище там. Капец, здорово. Уже затестил, да, затестил. Нехуй там тестить. Короче, нихуя не поменяли, огнеметы также ебут, как и были. Вот, они пушку не трогали, походу. Там, где им и место. Обновление уже вышло. Нет, не вышло. Да, оно еще выйдет, наверное, к 9 мая только. То, что Билли называешь Ань. Вы по Беларуси держатся на ОНО, да. О, no, 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 no. Сука. А вот так вот. Что-то мне будет продрочки. Где-нибудь выпал танк до 50-й коробки. Мне вообще не выпал. Серега, здорово. Ну да. А броню нерфанули. Ну там НЛДу нерфанули, но она такая. Она все равно будет танковать. Где-то 50 на 50 на обычных танках, да, там 30-20 пробития, где-то 50 на 50 говорят, что пробьешь. Вот надежно ебать не будешь. Ох, я понял, с моего уровня, да. Я думал, на белорусский продукт. Вкусный, но. ОХО это топовый белорусский тяж, если что. На вооружении стоит у нас. Вместе с белорусским леопардом, бля. Вот, у нас есть дивизионы снайперских танков. А есть дивизионы сверхтяжелых. Вот поляки в ахуе до сих пор. После обновы пойду катать на яге на камулях. Хорошо. Единственное, что выпало на 46-й коробке какое-то оборудование, пизда. Я за 100 с кером коробок ничего не выбил. Ничего. Засуетился там. Едут ко мне. Едут ко мне. Чекал кто-то. А, ебранчик, зайчик, Монька. Оп. Гриль пососал.
Поляки поэтому до сих пор готовят нападение, не нападать из-за ухода. Приятно тончество тоже регулярно, как парни. Вообще охуенный. Бля, Ебурвили пролетел на скеле. Пизда, блять. Я его один раз за весь барабан пробил. Ох, блять, ох. Тихо, тихо. Ебаный Дрэгонс. Ебать, там муха пролетела на камере, но... Французская. Навозная. Спасибо за лайки, друзья. Всем доброго утра. Будьте здоровы. Аня, ты взяла свой поесть? Молодец. Не, еще не ел ничего. А, я на хлеб намазал этой штуки. Тебе, наверное, не понравится, она не такая измельченная. Ну, есть, но... Там, типа, сало с мясом, просто что в заведухе мы ели, она такая прям вообще перетертая была, здесь не сильно перетерта. Да, там прям кусками. Но... Наверное, только не грешит. Слушай, а ты сегодня куда-то выходить будешь? Не знаю, зачем. Не, попал бы сюда. Я целый день не положила туда. О, хорошо. Что, ну, и сегодня срочно музыкальный. Да. А сколько он там лежит? Я про него забыла. Ай, бля. Напомни мне сегодня. День. Напомни мне сегодня. Жлинг, здорово. Будьте здоровы, берегите себя, своих близких. Как всегда, все в кустах, а ты один играешь, но... Ребаланс, короче, хуйня, ничего там не сделали. Вот броню, по броне особо разницы не чувствуется. Сегодня ничего не доел, чисто кам на хлеб намазал. Покинуть. Виви. У нас первое платное сообщение, you know, бойчики, fuck you. Гамар Джаба. Гамар Всем Джаб. пятницу. Пора уже скоплять рандом. Yeah. Спасибо, братан. Оу, а я думаю, не начекался. Завтра дойдет до Лукашенки. Все. Короче, огнемета они, блядь, не трогали. В сексуале спасибо, родненький. У них... Ну, типа в НЛД там 50 на 50 будете теперь пробивать. Хотя бы, да. Хотя бы так, но вы же понимаете, что это не серьезно. 50 на 50 будете пробивать в НЛД. Пушку они не трогали. На основании чего, я, блядь, не знаю. Как... Так, дорога Вячеслав, привет, все славикам. Как вы, ребятки? Терпим. Терпим. Теперь борта через раз проверяться будет. Ну я от борта стоял, танчил, вроде как борта вообще не чувствую, что их апнули, что не апнули. Этот кабачковый скосик, да, под башней, в которой его можно было просовывать, вроде он просовывается тоже. Ну, кстати, на 8 левелах, да.
А, блядь, там смысл танка не поменялся. Поэтому я думаю, там даже обсуждать Вот так нехуй. вот, вот так вот. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Донателка просралась, пацаны, Вот так вот, прикиньте. вот так вот, вот такой вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Бесполезно тратим бабки на каточку на ну. Ясно, играем на Оноу, пацаны. $100 катка на Оноу стоит, спасибо большое. У тебя ничего сладкого так и не дали. Там же твои желешки. Молодец. Хоть петицию давай, чтобы огнемета. Да им похуй. Да, они вроде как согласны, что их надо ребалансить, только я не знаю, что с ними делать. Вот там же ДЦП. Ничего там не пофиксили. Надо следующую итерацию ждать. Смотреть. Диман, здорово. Для огнемета норм катать. Да. Севола, здорово, родненькой. А сколько стоит поцелуй жены в щечку на стриме? Аня, сколько стоит поцеловать в щечку на стриме? 200 рублей сегодня. Блять. Сбивайте меня нахуй. Не хочу на это, блядь, даже смотреть. Надо просто не фануть броню. Оба НЛД пробивал. Ну нихуя. Понимаете, это быстрая поебота, которая ворвется и порвет жопу. Я, допустим, считаю, что ему надо резать, сильно резать динамику и скорость поворота ходовой. Сильно, и скорость поворота башни тоже. Тогда окей, это будет реально другой танк, и может быть, это будет что-то такое приемлемое. Вот, это будет реально серьезный нерв. А то, что они ему срезали броню в НЛД, это, блядь, такой же чмок был. Вот, НЛД ему срезали, там где-то 50 на 50 будете пробивать вообще. На десятках. Ну и на девятках, наверное, тоже на голде. Чекни Сбер. Альберт, спасибо, родненький. Спасибо огромное. Короче, главный способ на стрелы это КПЗ. А, ну вот так. Я думал, я как чмо сыграл. Альберт, спасибо за 200 рублей. Еволод, спасибо за 600 рублей. Это 3 поцелуя, давай. В щечку. Всего лишь? Ну давай быстро. Еще 2 раза. Фамилия Брежнева, блядь. Князь залез. Так, пусть они врываются куда. Так, чекали. Ушку трогали первый раз. Да, пусть они врываются куда хотят. Уберите у них ультимативный урон, блядь. Ну или так. Или так. Пока-пока. Ну да, или чтобы еще урон через броню не проходил. Ну там дохера вопросов. Жесть, семис натурал вахы. Короче, смотрите, во-первых, огнеметы могут выходить втроем в бой. Сверхбронированные танки, быстрые, которые могут ебать, и ебать страшно. Да, если ты как-то лбом затерпишь против огнемета, окей, а против троих, блядь, что ты делаешь? Босс, ты комментарий не дочитал. Сейчас, подожди. А я полистал, мне что-то. 3 поцелуя жены и бонусный шлепок по попу. Блядь! А я так быстренько глянул, вроде как не было сообщения, блядь. Ладно, придет, мы это... Я подставлю жопу. Так, расходимся, отписываемся. Нас наявили, это женщина. Иди чисти зубы. Я же советский огнемет, и он не калит, так как маленький. То, что они его нормально забалансили. Пиво Слейв, здорово. Они его в касту артоводов сразу запихнули, то есть его балансит как арту. Да, в 3 арты взводом нельзя. Там баланс сразу же идет арта на арту. И так далее. Вот. А тут они расслабили гузло.
Потом что еще? Огнемет может сбивать гусли, критовать модули, все что угодно. И огнем пробивать заборы, блядь. Вот так вот. Ну вот это все, это в первую очередь надо просто собирать и нахуй все вот это фиксить. Это в первую очередь. А они такие, ну, блядь, срежем чуть-чуть в НЛД. Будет по-другому наносить урон, все. На деле все равно будет ебать. Вот, поэтому... Ну, вы сами понимаете, вот, да, ему сделают к приведенной броне, да, нанесение урона. Блять, ну ты приедешь на фланг СТ и порвешь всем ебло. Вот на меня он выкатит, какая нахуй разница, какая у меня приведенная броня? Он меня разъебет в ноль. Да, плюс у него есть динамика и все такое. СТшки как бы... Ну, нихуя не поменяется. Нихуя не поменяется. Блять, я на уноу не поехал, сука. Убрать навесной урон, чтобы не было траектории на... Идем заборы сносить. Это, блять, вообще... Да. Боксами можно в НЛД давать. Ну, это можно, да. Прямо агитируешь качать огнемет. Не зря 500 кого потом упал от кар. Нахуй нужен этот огнемет, что. Но они его не уберут из игры, это однозначно. А еще я на охуху не поехал, блять. Это косячок вышел. Сука, на этом огнемете еще играть мерзко. Я час поиграл на огнемете, мне уже играть не хочется вообще. Ой, блядь. Хорошо. Подфестовали. Что тебе мерзко, ультимативные ноги? Ну как-то не знаю, скотски на нем кататься. Не нравится вообще. Может быть рамсануть? Не поедем никуда рамсить. Тебе лишь бы на охохо, там, да, там кайф. Я, блядь, забыл выйти. У нас бой на охохо, если что, пацаны, за 100 рублей. Я успешно забыл на нем каточку сыграть. Скаталожус по имени разраба, да. Хорошо. На огнемет не по приколу чисто. Да, это пиздец вообще. Это просто пиздец. Ну да ладно, в принципе, знаете что? Вот я 3 месяца играю с огнеметами, все такое, я как бы... Ну, как бы уровень похуизма сохраняю, поэтому похуй. Поэтому и похуй. Но если вдумываться, конечно, если вдумываться насчет огнемета, очко сразу выгорает. Как бы укладку это 72, 1 в 1. Как в той команде огнемет, а противника СТшка баланс охуенный. Ну да. Ляшки не поделили урон, но... Может, брачные игры какие-нибудь у них. Свиные. Блять, ну вот, кстати, итальянские танки, они такие прям красивенькие, да? Итальянцы молодцы. Сами по себе уебанские, но зато хотя бы этот стиль какой-то такой прикольный. Saturday Night.
Fever 105 is ill. You got the fever. It's Fever 105. Он в жопе, молодец. Firm of the Leo and Furex, we understand that sometimes life throws you a curveball. We help our blue chip clients get their lives back after circumstances. Ебать, вот в жопу не пробиваю. С чем это могло быть связано? It was an unfortunate accident. What С чем бы это могло быть связано, пацаны? The Leo and Furex can't bring my wife back, but they made sure I didn't end up in the slammer. I was unfortunate enough to be found with 15 kilos in my spare tire. I was so mad at the auto repair shop that sold me that tire. Thanks to Delio and Furex, the district attorney saw it that way too. I accidentally torched a Quickie Mart when my medication Заряжаемся. ran out. Delio and Furex helped me in the Безусловно, есть стиль Аврора. Ну да, ради GTA давай. Васити топ. Это, наверное, Сан-Андреас, а не Васити. Ну похуй, там супер топовая музыка в любой части. Call the Leo and Furex today at 866-974-2333. That's 866-9-SHADY. The Leo and Furex. Accidents happen, and we'll prove it. Шо? Подфистили. Ты рекламу любишь смотреть? Нет. Ну ладно, может быть, знаете, что мега древнюю рекламу там про Виллабаджо, Виллариба, окей. Поностальгировать чисто. This is the Lady Killer here on Fever, and this next record is automatic. Look what you done to me. I'm not till I go all of my defenses down. Вторую рекламу пива, там, где еще людей можно было снимать. Сейчас же нельзя нигде людей в рекламе пива снимать. И МММ, ой. Блять, столько всяких адептов, дрочеров на это, блядь, на Мавроде, типа пиздец, он гений, все дела. Реально могло заролять и так далее. Идиотами. Только всяких каналов, которые нарезки с Мавроди там лепят. Мавроди охуенно крутой, гений. Ёбнутый. Такой же, блядь, аферист, как нахуй все. И да, тему пирамид не он придумал. И так далее. Но многие реально дрочат на это понял. Прокладок реклама. Как себе реклама резиновых дел, да. Охуенная. Охуенная. В РФ реклама пива только белкоголь. МММ люди делятся на два лагеря. Те, кто хвалят. Да. Еще есть граждане СССР. Да. Это тебе. Кто заработал? Фух. Tell me. Tell me. Шерстила. Шерстила. И смотрит. Есть фулл с Мавроди, чтобы подрочить. Если тюремное видео есть с Мавроди. Пизда. Второй раз такая хуйня. На оно, пацаны. Едем на оно. На чем мы остановились? Наш корабль терпит крушение уже на предтоповой пушке. Нам до топовой совсем хуйня. Блять, ну 600 урона, знаете ли, это не мухры-кухры на 8 уровне. Есть к чему стремиться. Знал одну семью, которая много заработала на МММ, квартиру купили, все такое, чисто фарт, как казино. Ну, повезло. Это до сих пор такая же хуйня, куда не тыкнем. Финансовые рынки на этом и строятся. То, что на хайпе, то едет прочканать. То, что пока не на хайпе, то растет. Эта пирамида работает на начальном этапе. Ну, да. Финансовые рынки также строятся. Какое-то событие, допустим, и там все говорят, что стопудово
будет вот так, вот, то так не будет. Вот там все строится против толпы. То же самое и финансовые рынки. Как только толпа... ну, так же, блядь, биткоин, например, да, вот он там хайпанул, потом просел, все как бы про него подзабыли, хуй с ним. И как только о нем сильно забудут, он опять взлетит, и все Алешки, ай-яй-яй, биткоин, ТРП, побегут скупать, потом он упадет. Вот, ну как бы финансовые рынки на то и... Как сказать, это узаконенная пирамида, я бы так сказал. Это бесконечная, причем. Бесконечная. Может, до конца стрима на нем? Закрывайте донат полоску, я до 11:30 на этой хуйте поиграю. Потом плакать буду лежать. Пирамида работает вначале тот же, ну да. Да, блять, любой график финансовых рынков открой, там эта хуйня прослеживается. И корреляцию с новостями, например. Там все строится на главном: развести лоха. Развести лоха. Но хухо быстро начнешь потеть. Гореть, да, начну. Хитрый стример не учитывает полоски Сбердоната. Ну ладно, хуй бы с ним. Сколько там? 800. 500 рублей заносить, а до конца стрима поиграю. Я надеюсь, я не продешевил. Так, была пирамида. И никого. У меня друг успел зарабатывать полляма. Красава. Значит, что нам нельзя на гору ехать. Целоваться женщины сегодня комьюнити расстроены. Нюха не видели, не бить мозги. Это был Боярский. А ты брал колобка на стриме? Да. Был сочный бой на E5, помню. Потный пиздец, там нарезка где-то должна быть. Год назад. И, кстати, был на этом, на Энске, прикинь. Да, до горочки, брат. Будем снайперить, холя. Холя. На стриме тоже брал. Регулярно, каждый день. Every day, every night. Я думаю, я попал. Кот все бегает, там какую-то хуйню трогает и назад возвращается. Наверное, думаю, что я пойду... Короче, кот хитрожопая жопа, он зачастую делает какую-нибудь хуйню, чтобы пришли его поднаказать, и он такой этот, в загонялки начнет играть. Тоже нарезка была, да. На борт, когда... Так, да, около 50% маскировки. Летел бы он и хуже елки дам. Было бы охуенно. Я, кстати, думаю, не за горами механика какая-нибудь. Какой-нибудь оригинальный дульный тормоз. Электрический дульный тормоз, например. Что-нибудь такое. Ты вырубаешь обилку, и когда стреляешь, у тебя не падает маскировка. Будет такая хуйня. Дебилы просто не додумались, что на эту хуйня будет. Я, кстати, перестоял. Evil 105.
Самка была, встречал свидетель. Это был Боярский, не Ведьмак. Лам. Тим, здорово. So excited, baby. Да как вообще в теории можно перестоять на такой динамичный танк, я не знаю. Это невозможно, это просто невозможно. С дикими такси не видно, да. Get it on. Виви. Виви, блядь, 2 урона за бой. Зато дожил. И за ремонт не будем платить. Отлично. Get sucked tonight. А ты на тесте видел? Мы ждет. Не, не видел. Да, блядь, мышь 9, хихи-ха-ха, а тоже будет для доната хп чисто. В рандоме увидите. Вот ебать мужиков на ней. И сильно. И сильно. Пизды все еще боем. Hurry up and suck. Слушайте, откуда у меня столько голды? Да ладно. All suck long. Я не знаю, надо искать где-то, я забыл, как этих девок зовут. Скажем. All Night Long by Mary Jane Girls. Mary Jane Girls All Night Long. Войди, найдешь. Сейчас послать нахуй работу, взять бутылочку пивка и упиздить закат на своем трехколесном велике. Быстренько это сделай. Быстренько. Perfect English, абсолютно. Что не купишь, улучшенный пропуск, там же бустерные кредиты мы экономим. Не, я как-нибудь прикуплю. Они ж никуда не денутся. Тем более, что у меня бусты врублены. Я за жетоны приобретал, блять. Опа. Находка 4 меня шлепнул. На, говорят, кривой. Ребят, как полагает. Fuck, ясно, бронированный танк. Сакбэк. Сакбэк, блять, просто... Бубалех, здорово! Ты из какого города и почему так все хейтят? Ню. А, не Рью? Ну, просто он же он же как девка сопливый такой. Хейтит. Везде таких хейтит. В школах хейтит, и в армии, и так далее. Вот.
Плюс он же из себя еще строит бруталмена. Он бабу какой-то там придумал и так далее. Поэтому и хейтит. Ну, он уязвимый, поэтому и хейтит. Это все. Плюс человек уже почти 30, как будто бы надо было бы подсозреть морально. Он такой, как будто бы, блядь, бойчик из 8 ДЦП класса. Поэтому над ним стебутся. Но, объективно говоря, из топ-стримеров над кем только не смеются, поэтому, блядь. Я стебусь, потому что на топ-стримеры, потому что их всех знают. Вот мне-то похуй. Вот, но их хотя бы все знают, все поймут, о чем я. Блять, это была ошибка жирная, конечно. Зигзаг здорово. Хочется видеть маус член в твоем исполнении. Уф. Его не хейтят, его просто презирают. Ну, либо так, да. Да. Ну, потому что он чмонька. Он же, блядь, херова гора видосов, в которых он, ну, например, активно продает, да, там, заказ леста выполняет. Потом переобуется. Кто не новый танк, блядь, супер имба всем брать. Ну, тогда танк не супер имба. Это и многое другое. Вследствие многоразовых зашквариваний в особо крупных размерах его репутация настолько изъебана, то он уже не отмоется никогда. Так, очень хочется видеть Мауслен, его не хейтит. Понял, принял, спасибо, в шортс бахни потом. А я запись стрима не врубил, у меня на компе места нет. В шортс не пойдет. Пришлось повидать на своем веку абсолютно. Ай, блядь. Ну, кстати, что с рандомом? Что за хуйня? Ясно. Финальную тычку и в ангар. Финальную тычку и под шконку, пацаны. Заезжаем. Шафик поехал захватывать базу, потому что это приоритетно. Да. Приехал бы, меня допялил бы. Пизда! Белорусик, мое почтение, задрот, здорово. Доброе утро всем, трудящиеся, лабида. Бубалек, спасибо за подписку на YouTube. Дед танкист меня убил, ну ладно, не стыдно. Ох, блять. Лёшка, don't you worry. Спасибо за лайки, господа. Ясно, топ-2 по урону. Которая катка, я ни хера не выдаю. Потом смотрю результаты, и оказывается, что я очень неплохо сыграл. Как такое может быть? А? А у вас есть такой алкогольный напиток, кофейный барон называется? Пробовали все? Я помню, в детстве мы любили глушить. Подъезде, блядь. Там 40-градусная настойка какая-то. Но чело, получается, вообще не играет. Согласен. Ты ведь неплохо сыграл относительно команды, а не уровня игры. Блять. Ну ладно, я, честно говоря, не особо заебись сыграл, да. Вообще невнимательно играю. Но как выяснилось, нашлись люди похожи. На зоне спермы захлебнулся. Не рью, не рью, не рью. На улице погода такая шикардесная. А сколько там градусов? Темная С.
Пизда, блядь. Сегодня +3 ожидается. Так, Дедов поедет в подвал. Будет рассвистовка. Иван, здорово. Там реклама какая-то пробилась. Блять. Хотел альтабнуться. Случился пиздарез. Что если мы от Седова заскочим в подвальчик? А за эту сборку на ютубе явно стрим, пацаны, смотрите, пока на ютубе он существует. Блять. Это нахуй, жупанек ебаный. Вот, блядь, что там можно было стоять, туда смотреть, вообще не понимаю. Так, спасибо. Ясно. Ясно. Герой. Познакомиться хотел. Я, блядь, не понимаю, где логика. Ой, ну, видимо, он не видел, где там тигр, и ему было интересно, мало ли он как-то может его прострелить. Хорошо. Кто немного, 422 тычки. Приехал его на фестивале Шайка Дедов. О, вот этот камень сейчас будет. Таранчик, может, какой-нибудь еще. Блять, ох, сука! Блять, у меня башню даже не пробил. Это был гача тиммейт. Интересно, твой... Эй, ну. Здорово. Здорово, Михалыч. Сука, ненавижу преступность. Fuck you. Спасибо за лайки, друзья. Спасибо огромное. Оп, сам себе лайканул, молодец. Он так в рандоме ощущается пятница, ну так скажем. Ощущается и сильно. О, блять! Ну и что, снайперить поедем, цените. Или не? Ну погнали, ладно. Я, кстати, ни разу не слышал от танкистов. Вот сегодня рандом. Прям заебись, вот сегодня классно. Ну, обычно танкисты умалчивают просто.
Вот так вот. Ну, пару раз вот у меня была такая хуйня. Я не помню, какой это был день, пиздец, ты едешь и охуеваешь. Там пацаны, всякие деды седьмые вот так вот стоят. Блять, едешь, стреляешь. Пару таких было дней на стриме. Ну как-то, понимаешь, танкисты относятся к этому настороженно. Вот тут в этой каточке вроде как свезло, а потом фарта не будет. Фарта не будет. Но я зачастую, вот когда меня спрашивают как рандом, я честно отвечаю, можно играть или нет, на каком серваке, на каких левелах. Вот. Мама сей, мама коса. О, блять, хорош. You know, эй, ну. Да. Сбрызнули ему. Бачок тут жирный. Ну, такие сессии классные, прям река. Е-е-е. Мамбет, здорово. Здорово лежит, да? Ай, пизду! Как так-то, ёпта, нормально же тычки летели. Ага. Выйдусь. Fever 105. Ну все, его прочистили. Надо отваливать, а та все равно меня будет только кидать. Вот мы от них не отмоемся. Хорошо. Вот так он без подружки же вкатывает. Блять, этот Леха прокинул. Ясно. Блять, ну он красава, он так подворачивает ебло. Арточка не прощает. Арточка, ну у меня почти все КП арточка разъебла. Понятно, что с нерфом 10-го огнемета кинули, а вот как там 8 и 9. А на тесте не попробуешь, потому что там же на 8 и 9 никто не играет, будешь сидеть ждать катку 200 лет. Вот, поэтому... Там мы не потестили. Ну и дерьмо этот ваш 11-1. Ну, парочку тычек не зашло, конечно, бабаху жаль. Надеюсь, один бой, где сыграешь как свинья, а виноват будет рандом. Это да. Ну а хули остается? Виноватых надо искать. Виноватых надо искать. Мне кажется, было бы справедливо вот каждый день, да, там, на каждый день недели вешать портрет какого-нибудь из разработчиков. И вот дежурная жопа сегодня, вот, допустим, Сережка Буркотовский. Все. Плюем на него. Мне действительно интересно, как под таким углом ты меня в борт пробивал, да еще и практически не сводясь. Как нехуй. Дежурное лицо для кама, да, для камчата.
Обиженный в личку написал, но я там где-то его на чем-то пробивал, наверное. Блять, пиздец. Там катка, в которой выебали всех как свиней. Я там пару раз ему куда-то там выстрелил, я не знаю, кто это был, на чем, я даже как-то не особо припоминаю, что там происходило. Мне действительно интересно. В борт, блядь, пробивали его, господи. А, может быть это на Е100, на К-91 сотков, которую я запихивал. Я проебал экспертное мнение, огнемет стоит имбой, да. Они ему на тесте пушку не трогали. Почему-то, не знаю почему. Но вот не трогали и все. Мальчишка на Е100 просто не знает, что под экраном засовывается. Бортик под экраном 80 мм, как у 54 или 62. You better get that shriveled up thing away from me. You're super bad. Fever 105. Fever 105. О, я походу буду пушить. Экран не ебет. Экран ебе. Бля, пиздец, не борзайся, конечно. I'm just putting my needle into another groove. If it starts skipping, don't Get over groove. Ну так и стоит там весь бой, прикиньте. А что не так? Батком водит там что-то. Shake the body. Ладно, пока нет инфы по ублюдкам. Раскрамсить не будем. Ходит, едет там, нюхает что-то. Ох, пес. Ох и пес. Не знаю, какой борт башни пробил. Блять! Нахера он туда поехал? Ёбан. Ёбан. Ну ладно. Видимо, доминация будет жесткая. Палач здорово. О, наконец-то, блядь, выстрелил. Чё не стрелял, не знаю. Как будто какую-то радиостанция. Это так оно и есть. Радио Fever. Как вот этот Леха весь бой торчит, ему 705 не запихивает в борт, я не знаю, просто не знаю все. Не, меня так ебут. Только сказал, и Экранвагена отправили в ангар. Это было заказное убийство. Это очень плохо, что его ебнули. Надо съебаться. Надо съебаться.
Голосовое управление ботами, да. Tina Marie behind the groove. Behind my groove is a 300-pound love god, baby. Проект лист. И С твой матрица. Иди к твоей матрице. Got the fever, baby. Word to daddy. Ему бы отъехать. 105. I know a thing or two about Juicy. I'm 300 pounds of juice. Fry up some bacon because I'm coming over for breakfast. Because. Here's one you love. Juicy fruit. Who you are? Опять отсосем с треском. Yes. Что значит пятница, да? Ментальный пиздец в рандоме. Моя шоколадная звезда. Yeah. Yeah. Juiciful. Прикольно. Прикольно. К этой песне, кстати, ни разу даже не прислушивался. Отлично. Почканать. Охуенно. Дедушка, живи. Тут немножечко суету навели. Наверное. Там 704, наверное, сейчас наперед. Бля, этого пидор. Господи, даже без засвета. Каточек, айскилл. Блять, я не могу. Я не хочу в эту хуйню играть, меня уже тошнит. И знаете почему? Я поиграл первый час на огнемете и просто хочется плакать. Вот, потому что на нем, когда играешь, он как-то даже у самого уже выкипает говном из груди. Джуси. Джуси, бля. Could be all around. Пишет обиженный. Зашел на танк, ГГ проверил, я даже под 45 градусов ром твоим комысами не пробиваюсь. Как так? Бля. Как его там зовут? Серега. Не еби мозги. Все пробивай. Я, бля, при чем? Не я эту игру делаю. Ну вот. Хули доебался. Я, блядь, виноват, что его пробил. Или не? Скотоложец по имени Лёшка. Джуси. Джуси. Да, музыка охуенная. Давайте дерьмовый разбодяжим. О! Мне кажется, более понятно Сереге было бы, если бы я нахуй послал. Может быть. Да, что в голове шимпанзе? Я посмотрел на танк ГГ, ты не мог меня пробить. Блять, ну что я сделаю? Ну я, блядь, пробил. Я выстрелил, пробил. Что дальше? Я выстрелил под экран, там нет брони. Все, не еби мозги. Он даже не знает, чем я стрелял. Только Молли там что-то лепил.
Канистра здорова. Признайся в читах. Читы на уменьшение брони врагов, да. Читы на уменьшение члена. Это я насветил. О, грязь. Грязь. 40 лет каждый вечер до Эйн. Я брат в Лесте работает, и он ничего не докажет. У меня связи в Лесте, все. Корочка хлебная. Охуенно петь. Yes. Голова стать пизда, это еще тут трется. Мешает просто на настрелу. Жестко. — 40 лет, как до Эйнов, пацаны. О, это блайнды, пацаны, впитали. Это АФК или что-то такое? Хорошо. Тартянка летит. А вот так вот. Может, вошло. Дохнет подкок. От такой грязной жопы хуй сдохнет. 40 лет под наркозом работал камовозом. Вертетром, но не так. Кубовозом. Пошел нахуй. Долбит. Надо на долбаны отправлять уже. Довернет ебло свое. Не довернул. Бля, успел. Парень лейтекс кожей. Хорошо. Бля, охуенная бричка, господи. You know. Любовь и секс. Бои конченые, пацаны, не ходите рандом. Турбачи, блядь. Всякая херь. Хорошо, что еще раскатки более-менее трезвые. Но вторжение в жопу никто не откладывал. Да?
Латексные кресты. Эй, ну. Серега пишет дальше. Warning. Напиши, что мать его знавал. Он написал проехали. Надо написать не проехали. Не проехали, а то мамку водил в кино. Серега тебя по фактам разъебал, ты только выел. Натан с ГГ пишет, что в такой угол нельзя было пробить. Даже кумулем. А мама сказала, что в такой угол не пробить. Я так как тут еще Россию играл. Мы были в этом... Ебашил я, короче, на Северном потоке, на стройке. Вот мне тогда еле-еле 19 лет исполнилось. Ну и, короче, сидим мы в будке, смотрим телек с кентом. Ну, мы, короче, втроем поехали. Бульбаша-то работает, да. Вдвоем с чувачком сидим, смотрим телек. Ну и у нас тут витебские теракты были по случаю. Два долбоеба взорвали там на остановке взрывное устройство. Два взрывных устройства, по-моему. Ну и короче, блядь. Короче, блядь, этих дурачков поймали, судили, ну и приговорили к смертной казни. Вот у нас существует. Вот. И заходит еще один кент. Мы говорим... Я спрашиваю, что смотрите? Да, там он этих долбоевых террористов приговорили к смертной казни. Да и хуй с ними. Говорит, так у нас нету смертной казни. Я говорю, есть. Говорит, спорим, что нету. Мне мамка сказала, у нас нету смертной казни. Говорю, ну спорим на касать. Ну, по итогу он проебал, еще подобиделся. Человеку тогда было 23, наверное. Космодей 25 МТ, бонус код. Мелочь, а приятно. Демон пассива. Разраб говорят, что 3 арты это нормально. Да, но арта же не роля. Изменяешь что-то, да? Понял? Нормально, размен хороший. Чат. В Беларуси есть и правильно, что их кормят-то. Ну, мне кажется, по жестким статьям можно. Кто вас там нянчится с ними? Педофилов, блядь, там бизнесских маньяков на пожизненное садят. Притом, я вот тоже этой хуйни не понимаю. Вот садят пацанов по жестким статьям на там, ну, на какое-то время, да, там от 10 лет, например. И на что, блядь, расчет? Вот он выйдет, он же, ну, таким же уголовником и будет. Предпосылок других нет, потому что исправительная система нацелена только на наказание, а не на исправление. Соответственно, если вы уже наказывайте полностью. Заставляйте делать медленно с волоком. Какой смысл его выпускать, если вы даже из него не пытаетесь сделать нормального человека? Ага, он детей убил, а его кормят. Аналогия от родителей, да? Да, да. Да. А то изменение Конституции
плане того, чтобы еще больше населения доить, это могут сделать. А изменить законы, чтобы ублюдков всяких, если и садить, то, блядь, до упора вообще, без какой-то возможности оправдания и так далее, да. То есть заставлять их там работать, не знаю, что угодно, терпеть, да, чтобы они просто сидел, проебывался. Это, блядь, нет, это переделать не надо, на все заебись. То, что в Европе скажут, что мы варвары. А если в Европе скажут, что мы варвары, что тогда? Нельзя так. I'm sorry. Ладно, я успел напихать. Я бы танкистов из мира танков тоже бы не упускал, все верно. Исправительный компьютерный класс. Человек сидит, играет в танке. Вот, а под ним стоит горшок, в который стекает все из него. И это на удобрение. Если судебная на 100% прозрачная, то можно, а так, если вероятность ошибочная. Но это да, это да. Но, допустим, рецидивистов всяких дырявых я бы точно нахуй не выпускал бы в зону. Точно бы не упускал в зону. А бродяг, который по жестким статьям заезжает, на жесткие всякие трудовые работы. Он пускай в Норильск железную дорогу строит. Так, но было же много случаев, когда человека, которого осудили на поражение, оправдывали спустя много лет, так как он оказывается. Да, я понимаю, Но я к тому, что хуй с ним, типа смертную казнь вы не вводите, все дела. Так у вас же есть такая хуйня, что могут и по УДО освободить по жестким статьям, блять. Да. А что самое главное, чуваков, которые, допустим, по рецидиву, например, заезжают, они тоже, блядь. Как это сказать? Не все на пожизненное даже едут. Вот, то, что может какая-то ошибка быть судебная, да, я согласен. Или как для чела, на которого повесили убийство Чикатило. Да. Про человека и прочее. Америка вон ложила на всех стул. Сажает электрический Англия. Да. Ты ёпик здорово. Разве это пытка? Я не знаю, у нас такой менталитет какой-то слишком, как это сказать, дружелюбный. У нас тут любой человек видит иностранца и так смотрит, как будто бы это, блядь, инопланетянин какой-то. Вот во всех странах на иностранцев, по сути, это похуй. Да, а на мнение других стран тем более. Никто вообще не задумывается над тем, как меня посчитает плохим или хорошим. Ну, каждая страна делает, что хочет. А у нас, как только страна захотела сделать хоть что-то, что захотела, ну, руководство страны, но сразу же всякие лёжки повсплывали, и все. Они оппозиция теперь. Сейчас создать пчела... Ох, блядь. Самолет вылетает в нейтральное воздушное пространство и там пытает. Юр, они не нашли права. Правильно. Ну, это, во-первых, надо бабки, да, потому что на самолете полетать-то не мог хрен. Скорее всего, у них есть авиасимулятор заключенный. Сидит, думает, что он летит в самолете, на самом деле он в авиасимуляторе. Вот, но не знает нихуя. Он нихуя не знает. Нас вроде по своему максу сроку из возможности статей дают, а в Америке вкладывают за все статьи, да. Да, там 70 подвойных сроков можно слопотать. Сам страх смерти уже как фактор останавливающий. США сажает пчела. Самолет. На Кубе Гуантанамо Бэй, там пытки в законе. И они даже этого не скрывают, да.
что за зона без пыток? А, неинтересно. Биби, здорово. Нас просто в Чечню вывозят, там никто не расскажет о пытках абсолютно. Там еще извинишься за то, что тебя пытали. На самом деле это удобно. Понятное дело, что должен существовать закон. Но всяких ублюдоидов, да, и их подельников проще расколоть, если ты действуешь вне рамок закона. На батьку пиздят, а батька всю преступность нахуй расхуярил быстренько, без закона, без следствия, без нихуя. Всех подшканарить. Один авторитет Беларуси остался. Зато нормальной организованной преступности у нас по сути никогда и не было. Вот и обкашляли вопросик. Блин, не для всех. Да, в любой стране такая хуйня. Закон для большинства, но не для всех. Вечером до скольки стримишь? Я в компе 3 часа пойду. Я с 5 начну. Я с 5 начну. Так это же заебись, можешь в любое время что-то гулять. Да. Да не да. Ну и куда мы поедем тут? Let's go. Опа. Гуслем на скеле. Белдик. Сосай. Это все еще здесь стоит? ВН? Нет, он отъехал. Короче, давайте эту последнюю катку. Гачслейв пойдет поест. Меня уже колотится это поебота. 500 на свете сюда. Это Симин Орсонест насветил. Хорошо. Это такая свинорезка, а не танк. Просто пиздец, конечно. Так. Короче, огнеметы, они на тесте какую-то хуйню наделали. Они их не заребалансили. Знакомые земляки поехали в Гродно. По-моему, тачку Питер решили обмыть, начудили. Что-то там по мелочи. На сутки попали. Улицы мели и пох, что граждане... Ясен хуй. Ясен хуй. У нас, кстати, менты работают нормально. Вата не катает. Короче, до вечера. 5 часов запущусь. Не знаю, что мы будем делать на стриме. Как будто бы надо подфармить шекелей. Лабюда, ребята, спасибо за лайки. Сейчас мы реданемся. Come on, let's go. На Михалыча пойдете. Будете сериал для школьниц смотреть. Принудительно. На красивых мальчиков будете смотреть. Город брошенных женщин и Nice Ass.